Добрый вечер. Вы смотрите «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Иппотерапия – это метод физической и психологической реабилитации. Особенность тренировки заключается в том, что при верховой езде в работу включаются все группы мышц. Сегодня иппотерапия – это весьма популярное направление лечебной верховой езды. Как научиться правильно общаться с лошадьми, кому нужна иппотерапия и с чего начать занятия по верховой езде, мы поговорим сегодня с нашей гостьей, руководителем конно-спортивного клуба «Мустанг» Лидией Боевой. Здравствуйте, Лидия. Здравствуйте. Давайте разберемся вообще с вопросом о том, чем верховая езда отличается от иппотерапии. Вот какие здесь есть сложности, какие различия, и вот расскажите нам, пожалуйста, об этом. Ну, иппотерапия – это комплекс упражнений на лошади, в основном предназначена для людей с ограниченными возможностями здоровья. Конный спорт как раз-таки для людей, которые таких ограничений не имеют. Угу. Ну вот, а кто чаще занимается иппотерапией? Дети, взрослые? Вот у вас в клубе как работа построена? Ну, большинство – это дети. Угу. Есть также взрослые. У нас подопечные. Ну, каждому ребенку мы подбираем индивидуально занятия, зависимо от диагноза. Ну, это все индивидуально, смотря какой диагноз. Если, допустим, дети сильно лошадок боятся, в основном это маленькие, которые еще не познакомились, мы предлагаем, чтобы в конюшню просто приходили какое-то время. У нас, ну, в принципе, конюшня всегда открыта в дневное время. Можно зайти, покормить яблочком, морковкой, сухариками. Ну, конечно же, да, с разрешения конюха, но обязательно с инструктором, либо с конюхом. Чтобы немножечко привык ребенок, познакомился, уже понял, что нет ничего опасного, увидел, как взрослые, как другие дети общаются с лошадьми. Ну, это упрощает задачу. Ну и, соответственно, уже потом к самой езде переходим. Ну, даже если немножко ребенок капризничает, чуть-чуть лошадь начинает свои движения, все сразу же ребенку нравится, качает, весело. Ну, в принципе, и уже в дальнейшем смотрим. Конечно, первые занятия это больше ознакомительные. Мы катаемся, если позволяет возможность, чистим лошадку. Для иппотерапии мы используем только лошадей, пони мы не используем, они не подходят для иппотерапии. Почему? Ну, у них совершенно другой шаг. Вообще иппотерапия, она же адаптивная верховая езда, метод заключается в колебательных движениях. То есть лошадь, ну, она температура тела выше, чем человек. В основном иппотерапия всегда проводится без седла. Обязательно должен быть коновод, инструктор и страхующий, если он нужен. Ну, либо родители могут также помогать принимать участие. Кстати, это очень здорово, когда они сами принимают участие. Ну и ребенку так спокойно, но потом все равно мы родителей просим удаляться. У нас отдельно висит монитор, камера, и родители просто уже зала, да, наблюдают, потому что не все дети хотят делать упражнения, и, конечно, с родителями это все в слезки, мама, папа. Ну и, соответственно, конечно, первое время помогаем. Да? Да, иногда просим родителей садиться верхом, чтобы показать. Иногда вместе с родителем садим ребенка, иногда с инструктором. Ну, все зависимо от ситуации. А так, в целом, различные упражнения делаем, смотря кому какие подходят, какие делают. Ну, в основном, чаще всего обращаются это с ДЦП, дети, аутизм, задержка речевого развития. А с какого возраста дети могут начинать занятия? С 3 лет. С 3 лет, да, приходят? А как много у вас ребятишек занимается на сегодняшний день? Есть и прям маленькие. У меня и сама дочь тоже, вот 3 года, ну, вот мы потихонечку начинаем кататься. Вот она, кстати, тоже вот постоянно со слезками садимся, а дальше улыбаемся, все занятия, все сразу отлично. Вот. Ну и малыши есть, конечно, да, и маленькие, и большие. Есть и пожилые люди, которые приходят. Но это без каких-либо недугов, просто для физического, общего здоровья, да. Летом очень популярны конные прогулки. Многие ходят просто разгрузиться в лес, погулять на лошади. Очень классное занятие. Мы вот еще на следующий год сделаем уже длинные маршруты. Но это, к этому нужно будет подготавливаться. На длинные маршруты нужно будет ехать самостоятельно. Соответственно, нужно будет пройти хотя бы минимальный курс занятий, чтобы понимать, как управлять, да? Ну, как в критических ситуациях действовать. Ну и так далее. А на коротких прогулках, конечно, такие часовые, у нас у каждой лошади есть инструктор,
которые страхуют. Ну, соответственно, кто-то просит в поводу повести, кто-то, ну, в основном все прогулки для новичков, они все шагом и только на спокойных лошадях. Давайте вернемся к ипотерапии. Вот насколько на сегодняшний день можно говорить об ее эффективности и как отследить результат, и какими успехами могут похвастаться ваши подопечные? Ну, отследить очень просто. Для примера приведу, вот ребенок, допустим, пришел, не мог даже вот там, ну, элементарно что-то в руках держать. Через несколько занятий мы уже ездим с водичкой, со стаканчиками, ну и с различными другими с приспособлениями. Ну, то есть результат, скажем так, налицо. То есть Налицо. сразу видно Налицо. прогресс. Ну, то есть Видно. это на самом деле очень Видно. удобно. Ну, на самом деле, это не как в спортзал ходить, да, где одни и те же тренажеры. В любом случае это животное, оно живое, большое. Особенно девочкам очень нравится. Ну, в принципе, тут психологически очень легко объяснить. Для женщин, девушек, лошадь, ну и вообще что-то большое ассоциируется всегда с защитой. Для мальчиков, мужчин это, соответственно, что-то большое, значит, это что-то опасное. Поэтому, конечно, в конном спорте больше девочек. Да? Я думала, на самом деле, что наоборот. Хотя вот нам очень нужны мальчики, мы обязательно приглашаем всех мальчиков, вот, но большинство, конечно, у нас девочки. А вот расскажите, пожалуйста, где готовят специалистов, которые могут заниматься ипотерапией, проводить такие занятия? Ведь в этом деле очень много особенностей, каких-то, возможно, даже запретов. Ну, думаю, что одному человеку можно, то другому будет противопоказано. Да, в конном спорте также ипотерапии есть противопоказания. Ну, это в основном эпилепсия, это строго запрещено, различные импланты металлические, да, то есть... Пластины, да, в Да, костях? пластины, да, с таким нет, нельзя, неважно. Если какие-то диагнозы, да, либо нет. Даже здоровому человеку, если какие-то есть импланты или еще что-то, нельзя. Ну, то есть если у человека был перелом, например, ноги, может ли он в дальнейшем, когда у него все перестало болеть, он выздоровел, может ли он заниматься? Да, да. То есть это не является противопоказанием? Нет. Ну и по терапии, конечно, это нужно сначала с лечащим врачом. Это не так просто вот с улицы прийти, да, и садить, и нет. В любом случае мы просим всегда справку от педиатра, да, лечащего врача, то есть нет ли противопоказаний к верховой езде, это обязательно. Ну и также страховка обязательно жизни и здоровья. Ну, в целом ипотерапия – это отличная возможность не только для восстановления здоровья, но и психологическая помощь человеку. Расскажите о том, как выстраивается работа в этом направлении. Вот вы начали рассказывать. Давайте вот еще, может быть, какой-то интересный пример есть. Вот с психологической точки зрения, как человек адаптируется к лошади и вообще как он себя чувствует? Ну, знаете, зачастую те, кто когда-то познакомился с лошадьми близко, остаются с ними практически навсегда. Кто-то даже себе частных лошадей покупает. Ну, если есть возможность в частном доме построить маленькую конюшенку, конечно, строят. Если нет, то можно воспользоваться всегда услугой постоя. Да? У нас в клубе, в городе 3 клуба. В принципе, каждый принимает на постой. Ну, то есть, вот расскажите, пожалуйста, очень интересно, да, вот если я захотела бы себе завести лошадь, вот какую бы вы мне посоветовали завести, какую бы не советовали, и сколько это, ну, примерно стоит, и вообще насколько сложно содержать лошадь? Лошадь содержать сложно, и, конечно же, это очень дорого, потому что у нас очень дорогие корма, очень дорогое сено, овес и тому все. А породистым лошадям сено, овес – это очень мало. В основном, потому что, ну, и занятия все у нас проходят только на породистых лошадей, не ниже 145 сантиметров холки, ну и тоже не сильно высокие. Ну, обычно варьируются от 145 до 165. Ну, это самый удобный и самый подходящий такой вот шаг у лошади для деток. Ну, в принципе, как бы, ну и по терапевту, конечно же, какие-то упражнения делать тоже легче дотянуться, не сильно высокие. Но в основном на все в конюшне породистые лошади стоят. Они требуют, помимо овса, это нужно комбикорма, различные жмыхи, мюсли, витамины, ну, соответственно, еще ветеринарное обслуживание, коваль. Если ну, есть необходимость, ставим, конечно же, подковы. Что касается, допустим, самой площадки, то просто так где-то скакать нельзя. Это должна быть оборудованная площадка, да, ну, либо вот как скаковые лошади, вот, ну, трек, чтобы скакать. Обязательно должен быть правильный грунт.
Что касается самой конюшни, это нужно обязательно подстилку. Это постоянные опилки, они у нас тоже уже очень дорогие стали. Если раньше можно было где-то даже условно за 50-100 рублей взять, то сейчас меньше 1500 закуп не найдешь. А это буквально там на день, на два лошади на подстилку. Ну и так как все-таки мы же, к нам гости приходят в конюшни, запаха практически не должно быть. Его весь, конечно, никуда не деть, но хотя бы максимально минимизировать. Кстати, по поводу вот запаха и реабилитации с помощью лошади. Ну, в России еще слишком так это не распространено, но в европейских странах есть такое понятие, как лечение с помощью конюшни, воздуха. Дело в том, что воздух в конюшне, навоз и то, что лошадь выдыхает, очень хорошо эти микробы справляются с туберкулезными палочками, с любыми другими заболеваниями легких. У нас это еще сильно не распространено, но думаю, что все появится. Все еще впереди. Так, ну вернусь к вопросу о том, если я захотела завести себе лошадку, что мне нужно сделать, с чего начать, как построить конюшни, что должно быть? Конечно, я думаю, нужно... что частный дом для начала должен быть. Не обязательно. Не обязательно? Можно держать в клубе лошадь. Многие просто, ну вот у нас содержат на постой лошадь, оплачивают определенную сумму, приходят, занимаются, уходят, да, там, хотят ухаживают, хотят не ухаживают. Ну, то есть зависимо от того, какой они комплекс услуг выбрали. Нужно обязательно, конечно, самому походить. Просто так лошадь купить это очень сложно. Во-первых, это очень дорого. Хорошая лошадь стоит от 500 000 и выше пошла. Если она еще обладает какими-то хорошими навыками, она спокойная, уравновешенная, правильно обучена, не форсирована, конечно, ее цена тут же возрастает. Ну и зависимо, конечно, какие еще крови. В принципе, как и с другими животными, да. Поэтому нужно сначала обучиться, походить какое-то время, понять, действительно ли оно надо. Потому что это, лошадь содержать, грубо говоря, как ипотеку оплачивать. Поэтому нужно, конечно, 100 раз подумать перед тем, как заводить лошадь. Если, конечно, да, и вот хочу и все, да? Да, уверен, что вот мне это нравится, потому что не обязательно кто-то покупает для спорта. Кто-то берет просто для хобби, кто-то любит для охоты. Вот им, допустим, нравится ездить на охоту. На лошадь. Только в летнее время, да. Он ее будет содержать весь год и ездить на ней только на охоту. Смотря какие желания. Если, конечно, нравится иногда с ними время проводить, как просто психологическая разгрузка, в лес покататься, то тут дешевле просто услугами воспользоваться. Прийти на занятия, либо на конную прогулку. Вот у нас, кстати, в Амге, по-моему, не так давно появились конные прогулки. Вот тоже вот они якутских лошадок используют, места красивейшие, очень здорово. Ну и у нас, соответственно, тоже здесь конные прогулки. Можно уехать далеко вот в Амгу, можно здесь рядышком, кому рядом с городом. Вот вы сказали, что лошадей специально подбирают, то есть для иппотерапии и отдельно для верховой езды. Вот какие лошадки подходят для иппотерапии, а какие для верховой езды? То есть если говорить не о их характеристиках, там, скажем, рост, вес, а характер. Ну, вообще, на самом деле, это все с рождения. То есть хозяин, да, который, или, неважно, тренер занимается, допустим, да, либо конным спортом, либо адаптивной верховой ездой, лошадь начинает себя готовить, пока она еще в животе у мамы. Ну, по крайней мере, это я так поступаю. Мне, допустим, для иппотерапии я лошадей только сама выращиваю. У нас нету покупных лошадей, которые бы мы использовали. У нас несколько лошадей для иппотерапии, это нужно для взаимозаменяемости, потому что лошади тоже устают. Им тоже становится скучно ходить только в манеже, плюс энергетически они также затрачивают немало сил, потому что, люди разные, кто-то сильно кричит на лошади, да, сверху, там кто-то пытается спрыгнуть. То есть различные ситуации, лошадь должна быть очень стрессоустойчивая. А чтобы она такая была, это нужно с ней общаться с самого детства и приучать к различным тем же выстрелом салютов, да, или еще что-то, потому что лошади, от природы пугливое животное, да, и, соответственно, когда пугается, сразу же в бег бросается. Конечно, мы сначала обучаем ко всем различным манипуляциям, к резкой громкой музыке, да, или там каким-то выстрелам, хлопкам и тому подобное, крикам тем же самым. Иногда даже включаем громкую музыку, чтобы, лошади... Это все начинается прям с самого жеребячего возраста. И, конечно, чем даже жеребенок маленький, да, чем он больше общается с человеком, тем, конечно, он больше становится человекоориентированным.
Поэтому мы вот все заранее. И где-то примерно лошадь, ну, зависимо, конечно, насколько, какой у нее характер, но где-то в пределах 6 лет начинает работать с ипотерапией. Но в среднем это где-то уже лошадь 8, 10, 15 лет. Ну, то есть взрослая уже, скажем так. Но вот когда человек приходит на занятия, то кто все же себе выбирает? Лошадь человека или человек лошадь? Вот если я приду, я сама могу выбрать лошадку, сказать, я вот хочу вот эту, или нет? Если вы раньше на ней катались, допустим, да, или ну, не первый раз пришли, конечно, мы пойдем в уступки, да, дадим эту же лошадь. Но все зависит от уровня подготовки. Что касается и спортсменов, да, что касается и людей с ограниченными возможностями здоровья, да, смотря какой диагноз. Если, конечно, ребенок сам не может сидеть верхом, конечно, мы берем самых-самых-самых-самых вот броневых лошадей. Конечно, иногда даже и до 2, до 3 страхующих рядом обязательно, если ребенок, допустим, ну, большой, чтобы обязательно поймать, успеть. Ну, то есть максимальную безопасность стараемся обеспечить, чтобы не навредить. Ну, давайте перейдем к вопросам про конный спорт. Вот что в целом дают занятия конным спортом и кому этот вид спорта не подходит? Вот я, к примеру, лошадей очень люблю, но, к сожалению, они меня не слушаются. Вот, занимаются своими делами, когда я пытаюсь с ними взаимодействовать. Ну, на самом деле все приходит с опытом. Конечно, когда первый раз человек приходит, это нормально бояться лошадей, в этом ничего такого нет. Это животное большое, хоть и травоядное, но все равно в любом случае сильное. Конечно, его, ну, поначалу, конечно, мы его боимся. Ну, день общения, 2 общения, 3 общения, и все становится. Ну, и лошади же тоже нужно привыкнуть. Ну, есть такое, что, допустим, всаднику лошадь не подходит, ну, вот не по душе ему ее нрав, да, ее характер. Также есть и лошади, которым не понравился человек. Ну и, соответственно, смотрим, конечно, подбираем пары в любом случае. Но на первый раз всегда тренер практически сам лошадь выбирает. Потом уже со временем, когда уже видно, что всадник может сам уверенно себя держать в седле, конечно, уже можно перейти и уже поговорить о вкусах, именно какая лошадь нравится. Если это не спортивная лошадь, допустим, да, а вот именно как раз для ипотерапии, и у нас их несколько на выбор, повторюсь, можно, конечно, будет среди них выбрать. Ну вот в целом полезны ли занятия с лошадьми обычным людям? Ну и вот с какого возраста можно заниматься с ребенком? Ну, вы сказали, по-моему, с 4 лет, верно? И как родителям до 100 лет, подготовиться? пожалуйста, заниматься. Ну, вообще родители у нас молодцы. Хочу отметить, мы находимся ну, достаточно далеко от города. Родители возят, детей ждут, а это тоже у нас ну, нелегко, особенно в зимнее время. Они, конечно, молодцы, участвуют во всех мероприятиях, очень поддерживают детей на соревнованиях. Это очень важно, поддерживать. Немножко о себе скажу. Вообще лошадей я полюбила, как только начала понимать, что это лошадь. Когда меня первый раз прокатили, это примерно 3-4 года было. В 12 мне уже купили первую лошадь. Ну, тогда уже родители поняли мои серьезные намерения заниматься. Поддержали. Папа учил сено косить, какие-то бытовые, хозяйственные дела делать, да. Хотя, в принципе, меня никто никогда в семье не занимался лошадьми. Я первая, кто. Но меня поддержали, построили маленькую конюшенку с печным отоплением. Кстати, она вот на газ и на новую конюшню пришли, мы построили ее буквально 7 лет назад. До этого времени у нас было только исключительно отопление печное. Да. Это, конечно, с 12 лет, ну, если, я думаю, как раз вот вернемся к вопросу, сможет ли человек держать, сможет. Если в 12 лет я сама справилась с лошадью, да, никто, потому что, в принципе, это не понимал. Ну, папа знал, что, ну, траву надо накосить, ну, накосим. А вез мама купить, купим, без проблем. А дальше, конечно, все сам уже. Ну вот я знаю, что порой родители пугают своих детей образами разных животных, в том числе и лошади. Например, не будешь кушать, придет собачка и, не знаю, заберет тебя в лес. Насколько, на ваш взгляд, такое поведение вообще допустимо и можно ли так поступать вот с психологической точки зрения? Давайте расскажем родителям, что, наверное, вообще не нужно любое делать. запугивание – это путь никуда. Конечно, нужно в первую очередь объяснить и познакомить с животными, со всеми доступными домашними животными хотя бы. Да? В принципе, у нас есть и зоопарк, если можно про каждое животное рассказать. Можно объяснить, чем оно опасно, чем безопасно. Да? Потому что не нужно говорить только об опасности. Много же положить. Допустим, лошади с человеком уже многие тысячи лет.
рядом. Те же собаки, кошки, кстати. Вот есть же и кошек-терапия, да, по-моему, даже кафе, ну, Да, не у нас, но, кафе бывает. по-моему, в России, да, есть, по-моему, даже кафе. Собака-терапия. Ну, вот к лошадям ближе, это, наверное, скорее всего, из менее доступно, это дельфины. А, конечно, никаких запугиваний быть не должно. Это по своему опыту скажу. Никогда меня никто из родителей не было такого, что вот если на 5 не будешь учиться, мы твою лошадь продадим. Это неправильно. Мотивация подход мы абсолютно не неправильная. поддерживаем. Да. Конечно, учиться нужно хорошо в любом случае, но манипулировать это, еще раз повторюсь, путь никуда. Конечно, нужно просто со всеми животными познакомить. Как вы считаете, насколько сегодня в целом популярен конный спорт в Якутии? Что нужно сделать для того, чтобы его у нас в регионе развивать? Вообще, в целом, конный спорт – это очень популярное направление. В России у нас очень, за рубежом очень это популярно. Также он входит и в Олимпийские игры, да. Поэтому, что касается Якутии, начинает брать обороты. Начинает до этого. Ну, вообще у нас очень хорошо развиты скачки. Благодаря, вот, кстати, скачкам, да, что вот люди себе привозят, поскакали, да, то есть лошадь, ну, она постоянно скакать не может, у нее тоже есть определенный ресурс. Да, потом уже лошади нужно куда-то. Вот, конечно, вот где-то возможность у нас получается, что мы покупаем, и потому что привезти сюда лошадь мы очень далеко находим. Это очень дорого, очень. Самолет там стоит, как сам самолет билет стоит для лошади, поэтому очень сложно, да, возить. Поэтому, ну, в основном у нас все лошади английской чистокровной породы, так как она здесь используется скачет. Но, кстати, очень универсальная порода. Хорошо прыгает, хорошо скачет. Даже вот, пожалуйста, с детьми и по терапии у нас есть и чистокровные, прекрасно они справляются, очень стрессоустойчивые. Конечно, должен быть период после скачек, какой-то отдых, и потом уже лошадь заново учишь уже другим. Ну, а так в целом очень хорошо развивается. Конкурс сейчас стал, вот у нас уже, наоборот, набирает популярный. Еще раз повторюсь, у нас в городе 3 клуба. Каждый обязательно готовит выступления, какие-то показательные выступления. Конечно, хотелось бы больше зрителей, так же, как на скачках, чтобы вот прям все трибуны были заняты. Ну, думаю, все будет. Расскажите про какое-нибудь мероприятие, которое не так давно прошло, либо, может быть, планируется. Из недавно что прошло? Так, в позапрошлом году вот у нас, кстати, были первые соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья, где выступали наши ученики. Ну, в принципе, показали очень хорошие результаты. Мы проходили там рабочую тропу, ну, змейки, там различные препятствия ставили. Дети безумно довольны были, ну, просто, ну, во-первых, выступают на таком большом. Все смотрят. Сами красиво одеты, потому ну вообще конная одежда, она очень красивая, все эти пиджаки, ну это очень, сапоги, это очень все очень красиво смотрится. Плюс большая подготовка, да, до этого была? Ну да, конечно. А вот как вы относитесь к тому, что у нас по Якутску летом бродят беспризорные лошади? Мне вот их, к сожалению, очень жалко, что они какие-то как будто обездоленные, вот далеки от дома, без присмотра, без хозяина. Вот как нужно бороться с этим? И какой совет вы бы дали хозяевам? Ну, беспризорных лошадей у нас нет. У них у всех есть хозяин. В принципе, это вычислить несложно. У каждой лошади есть тавро. Что касается, что они в город заходят, ну, у нас очень суровый климат. Очень. Зимой это снега, очень лошадям тяжело. А один раз табун зашел в город, по помойкам пошарил, нашел там кожурки картофельные, хлебушек, попробовал. Ну, неплохо, почему бы нет. Плюс от домов идет тепло, да, ну, все равно. Конечно, им не место в городе. Небезопасно ни для них, ни для людей, ни для других даже домашних животных, да. У нас появилась штрафстоянка для лошадей. Кстати, очень хорошо, как появилась стоянка, намного меньше стало дисциплинирует, лошадей. Да? Да, ну потому что она стоит-то аховых денег, а табун как минимум 10 лошадей, и пару дней постоит, один раз 150 тысяч заплатишь, и все, сразу же все добросовестными становятся. Да, ну, конечно, есть исключения. Мало ли хозяин заболел, да, по каким-то другим причинам не уследил, да, что ну, каждый случай надо рассматривать индивидуально. Ну, в целом, у хорошего хозяина все лошади всегда на виду. Он знает, где их табун. Также вот, допустим,
Есть же и специальные ошейники лошадям одевают именно с GPS-навигатором. В принципе, они видят, если лошади ушли куда-то далеко, да. Летом комары, мошкара. Лошади также тяжело переносят, как и мы. Но у них, к сожалению, комаринки нет. Нам-то не всегда комаринка помогает, а лошадям тем более. Конечно, они в городе меньше этого всего. Конечно, они идут. Это просто, ну да, им хорошо с человеком, правда? Даже вот такие вроде бы не одомашненные лошади, да, но, видимо, это, наверное, в крови, хотя вот вроде якутская лошадь — это аборигенная порода лошадей, да, которая выведена сама природой, но она до сих пор используется у нас. В деревнях до сих пор воду возят, лед возят, различные какие-то там дрова на охоту. Якутские лошади — настоящие труженики на самом деле. Ну вот как вы считаете, каждому ли человеку нужно научиться ездить верхом, и вообще каждому ли человеку это дано, и что для этого требуется? Вот с чего начать? Ну, в моей практике, чтобы не научить, такого не было. Это все от желания зависит. Конечно, кто-то приходит, пробует, чуть-чуть пугается, если больше не приходит, конечно, ну тут. А кто действительно нацелен, научить можно абсолютно всех. А с чего начать? С техники безопасности надо начать. Выучить ее полностью, ознакомиться с противопоказаниями. Потому что помимо, конечно, лечебных, да, свойств, лошади очень хорошо помогают при ДЦП, аутизме, каких-то других психологических. Также вот мы, кстати, с лета начали заниматься с ребятами мобилизованными, которые вернулись. ССО. Им очень, вообще, их еще потом с конюшни не выгонишь. Им очень нравится, действительно, после того, тем более, что они испытали, пережили, для них это колоссальная эмоциональная разгрузка. Они действительно получают удовольствие. Я думаю, что, может быть, даже многие мужчины себе уже, может, и пока не купили, дай бог, конечно. А так, в целом, да, хорошо все проходит. Вот еще хотела спросить у вас про санкции. Насколько вы их на себе ощутили? И вот, может быть, российские аналоги есть, каких-то тех же витаминов для лошадей, либо еще какого-то снаряжения. Как вы решили этот вопрос? Ну, корма мы стараемся, конечно же, заготавливать сами. Но это что касается сена. Стал в последнее время у нас очень хороший амгинский овес. Прям вообще, ну, от привозного не отличишь. Он, ну, достаточно дешевле. Тоже нас выручает. Когда вот он в доступе, и есть его хватает, конечно, хорошо. Остальные все корма мы заказываем. Ну, у нас все в России делается. Любой корм, любое зерно, все выращивается. Что касается, допустим, снаряжения, поначалу, когда только-только санкции ввели, было сложновато. Раньше как-то мы все сами шили. Я вот помню, в детстве все сами шили, все, ничего не было доступно, не было интернета. У нас, по-моему, только пейджеры были, я насколько помню. И все шили сами. И клепочками обделывали. Конечно, когда уже стал интернет, я помню, даже, по-моему, ВКонтакте была первая площадка, как раз появились интернет-магазины, там же, соответственно, амуниция появилась. Мы уже, конечно, расслабились и начали все заказывать, да. И когда вот уже санкции случились, конечно, мы все так... Все вспомнили, да? Да, мы так все вспомнили уже. Я даже какие-то вольтрапики, там ткань купила, обшили мы заново, там все вроде свеженькое, все красивенькое. Но сейчас уже с этим попроще стало. В принципе, различные лазейки появились, как сюда доставляют, ну, допустим, в Россию амуницию. Ну, у нас есть и очень хорошие, кстати, появились санкциями производители. Витамины классные, амуницию шьют классную. В принципе, нам ничего даже зарубежного не надо. У нас все сами делают. Ну вот, а как вы оцениваете вот конно-спортивное сообщество, допустим, те же тренеры, руководители спортивных клубов? Насколько вы дружны? Готовы ли вы вот вместе взаимодействовать, какие-то проекты, может быть, реализовывать? Ну, конечно, мы все дружим, все конники общаются, ну, и мы, допустим, и с другими городами, ну, дружим, да. В принципе, даже когда вот я, допустим, куда-то на обучение уезжаю, встречают всегда, ну, на ура, да, вообще, ну, люди все добрые. Все животные, все добрые, каждый занят своим делом, каждый готов поделиться своим опытом, прямо уж и сам даже рвется поделиться своим опытом.
Поэтому, в принципе, я считаю, что в конном мире очень дружно. Но даже вот ребятишки, которые вот у нас приходят, да, дети-спортсмены, в летнее время, они с утра до вечера, как в детском садике. В 8 утра родители их привезли, в 8 вечера только забрали. Они весь день на конюшне, кто-то лошадей моет, сами между собой общаются. Вот у них так, ну, своя, в общем, тусовочка такая получается. Они все дружно, все прекрасно друг друга поддерживают. Ну, по крайней мере, на моей практике у нас такого не случалось. Допустим, ну, конкретно за нашу конюшню говорю, чтобы, допустим, там кто-то кого-то обижал. Нет, такого нет. Ну, во-первых, я им сама прививаю, что мы все дружно и один за всех у нас. Поэтому, как бы, если один не может, значит, другой подходит и помогает без всяких нареканий. В принципе, так оно и по сей день. И, ну, отлично. Нет, я считаю, что очень дружно, и лошади действительно объединяют. А какой из городов России также любит лошадей, вот как Якутск, например? То есть где у нас конный спорт развит еще? С кем можно, допустим, сотрудничать, с кем можно общаться, обмениваться опытом? Кто в этом вопросе номер один? Ну, конечно, это центральные города. Москва, Санкт-Петербург. Мы, конечно, очень далеко находимся. И, допустим, если вот в центральных городах они все друг к другу ездят, это все там в коневоз лошадь загрузил, там даже, ну, условно, 6-12 часов, и ты уже в другом городе, они все друг к другу ездят на соревнования. У нас такой возможности нет. Почему? У нас, наверное, он и не так сильно развит, как в России. Потому что нам, чтобы лошадь вывести куда-то на соревнования, а у нас ближайшее это, где есть лошади, это Благовещенск, Чита, ну, то есть ближайшее. Ну, сейчас хорошо, хотя бы дорога уже вот стала, да, хорошая. Но все равно для лошади это очень сложно. Ну, допустим, с коневозом, ну, даже до того же, наверное, Благовещенска ехать, ну, как минимум дня 2. Далеко, конечно. Да, и лошадь, конечно, устает очень. Ну, плюс это очень затратно финансово. А так, конечно, если бы мы чуть поближе бы находились, я думаю, что у нас возможностей было бы больше. Да? Возможностей было бы больше. И конный спорт здесь в Якутске, если бы не на первом, ну, в топе был бы однозначно. Потом, у нас здесь ребята, на самом деле, очень талантливые, очень. Вот, честно, вот не в обиду никому сказано, но в Якутии, мне кажется, самые талантливые жокеи. У нас очень много, кстати, жокеев приглашают в другие города. В той же Москве наши ребята везде работают на центральных, кто-то даже за границей, в Дубаях. Жокеи у нас классные вообще. Ну и так вот спортсмены, кто конкуром занимается, выездкой, все ребята не избалованы. У нас, то есть, если, допустим, в других городах, вот, соответственно, спортсмен покупает лошадь, у него отдельно конюх, отдельно берейтер, это тот, кто занимается обучением лошадей, да, отдельно коновод, который ему лошадь собирает. Он красивый стоит в манеже, ему лошадь вывели, он сел, поехал. Наши ребята все проходят с самых низов. Хочешь покататься, лошадь сам почистил. Хочешь седлом, сам учись заседлывать, никто за тебя ничего делать не будет. Конечно, мы как тренера, ну, объясняем, помогаем, конечно, это все, ну, на первый, а потом все самостоятельно все делают. У нас в этом плане ребята не избалованы, поэтому они по всем фронтам конного спорта они все умеют. Нету такого, что он только умеет прыгать и все, там, допустим, на лошади. Он умеет все. И уколы надо будет ей поставить лошадке, там, и ногу, там, если, ну, рана там или еще что-то сразу же там. Ну, они умеют все. У нас поэтому они, даже когда вот мы выезжаем со спортсменами в другие города, у нас, ну, допустим, дети, которые у нас в клубе выросли, а уехали учиться уже, соответственно, ну, в центральные города, они также продолжают конным спортом, и они всегда в топе. То есть всегда ценятся? Всегда ценятся. Ну, я, по крайней мере, такого случая не знаю, чтобы ребята где-то были бы, вот, допустим, ну, что касается конного спорта, не востребованы. Ну, также и у людей с ОВЗ, допустим, да, тоже есть возможности, потому что у нас есть паралимпийский, да, как бы, ну, вид спорта, то есть также на лошади, пожалуйста, на Олимпиаде, почему бы и нет. Все возможности есть. То есть главное их реализовать. Да. Лидия, благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию и ответили на волнующие всех нас вопросы. Желаю успехов в вашем деле и, конечно же, успехов вашим подопечным. Меня зовут Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.